Рефери Ахлев Аскербайұлы. Мені мұқият тыңдаймыз. Стоптан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Первый раунд из 5 запланированных. И первое титульное противостояние сегодняшнего вечера из 2 запланированных. Это будет интересно. Мухаммед Эминов возвращается после нескольких лет отсутствия на профессиональной сцене. Ну и, конечно, все сейчас болеют за его оппонента, за Нурбека Кабдрахманова. Мы готовы к титульной разборке. По итогам этого поединка пояс сейчас вакантный. Кто-то уйдет с чемпионским поясом в 66 килограммах на талии. Боже, здоровый Нурбек, посмотрите рядом с Эминовым. Неторопливо так Мухаммед Эминов что-то выцеливает. Джеб сейчас очень неплохой, кстати, у него прошел. А пытается на дистанции работать Нурбек. Пару раз поменял стойку. Сейчас лоу от Эминова по внутренней стороне. По-разному они совершенно двигаются. Эминов так минимально, что называется, не суетится. Кабдрахманов так поактивнее. Больше передвижений, больше смещений. Зрители включились сейчас. Вот пока по-настоящему не включается Нурбек. На самом деле и Эминов тоже очень затягивается пока разведка. Ну хотя очень затягивается, наверное, так нельзя сказать. Мы прекрасно понимаем, что в титульном противостоянии весь первый раунд можно на разведку уйти, а прошла всего лишь минута. Да, все-таки 5 раундов по 5 минут. Дистанция такая, что лучше не рисковать на старте. Есть время подумать. Есть время прощупать соперника, найти свой стиль, найти, как с ним работать, найти свою дистанцию. Эминов преследует сейчас. Кабдрахманов пытается близко держаться сейчас. Хуком так по обводящей пытался цепануть, но защита на месте у Кабдрахманова. Ну вот даже сейчас мы уже видим определенные наметки в геймплане у Кабдрахманова и его команды. Он постоянно уходит то вправо, то влево. Для того, чтобы Эминов не зажал его у сетки. У сетки Эминов очень здорово переводит. Отпугивает сейчас Нурбек и частенько работает с передней по корпусу. Сейчас неудачное сближение. Мне показалось, что левый очень хорошо попал. Причем потеряв баланс, Нурбек все-таки донес этот удар до Эминова. Пока все складывается для Кабдрахманова здорово. Он не дает Эминову бороться. О, вот да. Прямо на этих словах Эминов просто ныряет в ноги и переводит. Причем очень уверенно. Подсказывает сейчас из угла Эминова, что не нужно торопиться, спокойно, займи позицию, закрепись, и только после этого уже начинай что-то делать. Хороший локоть от Эминова, очень короткий, но очень неприятный. А пытается избавиться сейчас Кабдрахманов от обузы. Ух, сейчас отталкивает хорошо, но Эминов тут же выхватывает ноги и обратно пытается вернуться, пропускает сейчас хаммерфист, неприятный. Эминов, Кабдрахманов очень активен даже за спины. И вынужден даже встать. Мухаммед Эминов ныряет туда в гард обратно. Ну, кстати, встречал буквально захватом ног Кабдрахманов своего соперника и не дал Эминову залететь высоко, когда он нырял, и при этом еще и встретил ударами. Нурбек опасен даже с этой позиции. Недавно мы как раз обсуждали, как Шара Буллет опасен со спины. Самый лучший ударник в UFC, кто работает со спины. Вот сейчас Кабдрахманов показал аналогичное. По корпусу чуть побился его оппонента Эминов. Постоянно закрывает, причем гард очень высоко держит Кабдрахманов. Он не дает сопернику вообще ни пяди пространства, то есть Эминову, несмотря на то, что он контролирует достаточно уверенно, не удается сделать кроме этого вообще ничего. И выворачивается сейчас Кабдрахманов, но не до конца. Вот перед началом этого поединка мы говорили, что если Эминов переводит, он практически не дает подняться оппоненту. Хотел выскользнуть Кабдрахманов креветкой, но не отпускает его Эминов. Пока еще удерживает, хотя вот сейчас пытается придумать максимум какого-то дискомфорта, неприятных позиций. Нурбек, ох, сейчас красиво оттолкнул, вскочил. Эминов прихватил шею на секундочку, но главное, что он для него, что он смог вернуть себе хорошую позицию, чуть не сел сверху. Забирает сейчас шею, пытается, во всяком случае, но об удушке еще речи не идет, одной рукой просто удерживает отсюда. В неплохом положении здесь Эминов. Можно развить успех, но Кабдрахманов пытается вывернуться, выкрутиться. Но вот здесь очень здорово блокирует левую ногу Кабдрахманова Эминов.
Зажимает ее своей, соответственно, левой ногой, но выбирается Габдрахманов. Я бы не сказал, что позиция стала лучше, потому что Эминов буквально связал его по рукам и ногам в буквальном смысле. А все еще за спиной своего соперника Эминов. Все еще опасен. И пытается сейчас оформить свип отсюда Нурбек. И оказывается сверху Эминов, но ненадолго. Очень хорош Нурбек. И выбрался. Выпутывается, поднимает воздух, переводит сам Габдрахманов. Люди в шоке. Весь зал аплодирует. Забирает спину сейчас Габдрахманов. 12 секунд до конца раунда. Пытается пойти за удушкой, судя по всему. Накинул ударов, но нет. Слишком мало времени. Однако ноги заправлены. Он за спиной. Неожиданная концовка для всех, наверное, кто наблюдает за этим боем. Да, явно Эминов этого не ожидал. И для него в какой-то степени, наверное, это даже разочарование, что оппонент, Эминов, которого должен был превосходить в борьбе, вот так вот закончил этот раунд. Если вдруг вы знаете, кто одержит верх в этом поединке, регистрируйтесь на Олимбет. Олимбет — это титульный партнер данного турнира, лучшая букмекерская компания Казахстана. Широкие линии, большие коэффициенты и масштабные акции ждут каждого. Лучшие моменты. Вот здесь Нурбек агрессивно работал. Где-то локти, где-то хаммерфисты со спины набрасывать пытался. Ну, здесь классно встал, на самом деле. Да, где-то за 30 секунд, за минуту до конца раунда. Оттолкнул, вскочил, пытался удержать позицию там. Эминов вроде как и удержал, но потом в концовке как же удивил Нурбек, когда все-таки взял да сам перевел. Еще и спину забрал после этого и пытался из бэк-маунта поработать. Статистика по значимым ударам сильно в пользу Эминова, как видите. Но это речь скорее о стойке. Потом контроль в партере, борьба и все остальное. Ну, вы видели это сами. Только первый раунд из 5 у нас позади. Рефери только что дал старт начала второго раунда. Жауынгерлерге қолдау көрсетейік, Астана! Да, публика ревет. Отличная атмосфера здесь, во дворце Жекпи-Жек. И по-прежнему достаточно осторожно начинает Эминов, без совершенно каких-либо лишних движений. Хороший лоу, высекающий такой от Габдрахманова. Даже было видно, что несколько секунд в воздухе эту ногу продержал Эминов. Почувствовал это попадание чуть ниже колена. Сейчас все подсказывают, да, те, кто сидят в первых рядах, слышно нам с разных концов клетки, подсказывают, что нужно делать Нурбеку. Еще один такой калф-кик, очень низкий. Еще с обманочка такая залетала от Габдрахманова. На голову перевел. Очень четко ведут по времени Мухаммеда Эминова. Подсказывают, что минута прошла. Просит собраться Эминова сейчас. Грамотные подсказки. Кричат Эминову сейчас, что нужно что-то делать. Работай, работай. Причем несколько раз. Вот сколько прошло с начала второго раунда, практически каждую секунду вот эта подсказка звучит. Ну, а тем временем Габдрахманов нашел как-то свой путь в стойке. На дистанцию очень плохо работал. Подкидывал эти неприятные калф-кики постоянно. Но вот Эминов добрался до ног и все-таки оформил перевод. Однако встает Нурбек довольно быстро. Спину все еще Эминов удерживает. И попробует сейчас явно еще раз перевести. Вопрос, как Габдрахманов будет этому противостоять. Перехватывает руку, чтобы припугнуть болевым. Ну, да. Далеко на этом Кимура гриппе не уедешь. А вот все-таки, смотрите, сбивается у соперника. Эминов пытается выбраться за спину. Габдрахманов хотел развернуться, чтобы оказаться сверху самостоятельно. Немножко рискнул Эминов, когда попытался вот таким образом перевести. Буквально повис он, завис в воздухе, пытаясь закрепиться за спиной. По-прежнему не получается. Вот в плане вот помех Эминову, чтобы занять такую позицию, Габдрахманов сегодня действует очень здорово. Посмотрите, какой атлетичный, наверное, где-то на силушке, где-то на технике. Габдрахманов придумывает, как сделать так, чтобы его все-таки не валяли. Пока еще удавалось ему это, но вот сейчас Эминов, прихватив две ноги, на секундочку перевел. На одном колене сейчас находится Нурбек, пытается встать обратно оперативно. Эминов пытается оттащить его от сетки и развернуть. Есть определенный успех. Тут же кричат угловые Эминову, что он молодец, делает все как надо. В район затылка удары, но рефери не делает замечания.
По-прежнему продолжает удерживать Мухаммед Эминов. Примерно то, что было в первом раунде, но мне казалось, что в первом раунде все-таки поувереннее. И позиция была лучше гораздо. Отключил ноги сейчас. Эминов, как видите, действительно хорошая позиция. Однако Кабдрахманов это не исключает. Он просто локтем начал работать куда-то в ухо, в висок. Руку под мышку закинь, выпрями спину. Сейчас, по-моему, 3 или 4 раза крикнули Мухаммеду Эминову. Подсказывают ему, как позицию улучшить в этой ситуации. Ну, он и без подсказок справился. Ну, а если до этого сидел Кабдрахманов, сейчас оттащил его еще немножечко Эминов. Для него дела в этой позиции стать получше. Из хавгарда здесь орудует. Но вот пытается сейчас опять оформить свип. Пытается Нурбек выпутаться из неприятной позиции здесь. Минута еще. Чуть больше, минута 10 до конца второго раунда. Только я похвалил Нурбека за то, что он нашел свою игру именно в стойке. Эминов все-таки навязал здесь партера в конце раунда. Попытался сейчас Кабдрахманов оттолкнуть ногами своего оппонента, но пространство буквально на секунду он выиграл, но не более того. Эминову постоянно подсказывают, что нужно бить и работать из этой позиции. На самом деле вот этот пассивный контроль от Эминова, мы ведь не видим практически ударов. Вполне возможно, что вот такой пассивный контроль просто не позволит ему второй раунд забрать. Гораздо больше ударов даже со спины наносит именно Кабдрахманов. Выпутается. Да, все-таки сделал это. Кабдрахманов вскочил, начал орудовать. Здесь из клинча колено в корпус зарядил. Ой, неприятно. Эминова, видимо, сложила пополам. Пробил корпус коленом все-таки. Пытается удержать Кабдрахманов соперника. 20 секунд до конца раунда. Да, ему явно нужна жирная концовка. Очень хорош в концовке этого раунда Кабдрахманов. На самом деле и в концовке первого он был очень неплох. И хороший локоть, да, подключает он левую руку. И что, будет еще что-нибудь до конца этой пятиминутки? Обостряет Кабдрахманов, не дает расслабиться Эминову в борьбе. Не дал расслабиться в конце первого раунда, когда перевел. Не дал расслабиться здесь, когда пробил. Очень похожий сценарий в концовке первого раунда, в концовке второго. Включался по-настоящему после очень длительного контроля от Эминова Кабдрахманов. И я не скажу, что переворачивал все с ног на голову, но заканчивал он раунды гораздо лучше, чем его оппонент. Впечатляет то, что у Нурбека все в порядке вот с бензобаком, что его вроде бы и валяли, долго контролировали, удерживали, но при этом вот выбирается, прям полон сил, тут же пытается подкинуть максимум проблем. Смотрите, значит, удары здесь 20-2 в пользу Кабдрахманова. Ну, не бил почти с стойки Эминов, да и в партере тоже, поэтому, в принципе, статистика именно по попаданиям подтверждает картинку второго раунда. Да, но при этом контроль ровно 2 минуты на стороне Эминова. Я думаю, что примерно то же самое было и в первом раунде по статистике. Статистики именно контроля в партере. И вот не показали нам, к сожалению, вот этот повтор. Очень интересно, действительно ли сложил тот удар Мухаммеда Эминова. Просто он как-то резко обмяк в этом эпизоде. Да, было похоже на то, что пробит корпус все-таки, но, опять же, да, было бы неплохо посмотреть на это в слоумо. Но мы переключаемся на третий раунд из 5. Он только начинается. Начинает Кабдрахманов обстрел в ударке. Во втором раунде вот первые пару минут, когда они чисто в стойке разбирались у Нурбека, все очень неплохо получалось. Я говорил как раз таки о том, что он нащупал свою дистанцию, понял, как комфортно работать. Калф-кик хороший. Довольно резким таким выглядит Кабдрахманов. Как будто посвежее. Пошел в ногу Эминов. Одну отдает Кабдрахманов. Пытается просто швырнуть соперника, сбивая вторую. Как будто даже получилось, но как быстро Нурбек оказался опять в хорошей позиции у сетки, допрыгал. Ну, правда, на одном колене он сейчас, поскольку одну ногу все-таки Эминов до сих пор удерживает. Ну вот, если вы заметили, то в гораздо более, ну скажем так, плохой позиции находился Эминов для тейкдауна. В первых 2 раундах он не делал таких попыток. И вот здесь опять, как и в прошлом раунде, тут же переключается на локти Кабдрахманов. Они короткие, но они неприятные. Эминов контролирует и вроде бы даже ноги зажал. Люди, которые находятся буквально в метре от Кабдрахманова, сейчас предлагают ему отдохнуть немножечко здесь. Эминов удерживает соперника под собой. 2 минуты примерно вот в таком стиле они провели в прошлом раунде. Мы помним, потом Нурбек стал
хорошо поработал, но вопрос, да, вот отпустит его Эминов, не отпустит, сможет ли Нурбек здесь выбраться. С каждым раундом сил становится все меньше и меньше у обоих, естественно. Команда Эминова, которая находится непосредственно рядом с нами, они сейчас кричат постоянно «бить, бить». Но прекрасно они понимают, что пассивным контролем в современном мире смешанных единоборств уже очень сложно выиграть. Но если только кроме этого контроля в раунде ничего не было, это был доминирующий вот борцовский раунд. Даже без ударов тогда его заберет тот, кто контролировал. Но, например, про прошлый раунд такой не скажешь. И как по мне, так в прошлом раунде 2 минуты контроля не помогают Эминову забрать его. Очень хорошо держится, даже когда находится на спине Габдрахманов. Постоянно накидывает удары, отвлекает Эминова. Таким образом, Эминов просто не может развить свою атаку. И я думаю, что боится потерять позицию Мухаммед Эминов. Именно поэтому так зажат. В затылок сейчас несколько ударов прилетело. Вроде бы рефери что-то говорит, мы не слышим что, но по идее должны быть замечания, поскольку локоть чисто в затылок прилетел раза 4 подряд. Уже 3-й раунд подряд мы наблюдаем примерно один и тот же сценарий. Рано или поздно удается все-таки пойти в борьбу Мухаммеду Эминову. Достаточно длительный контроль, при этом без ударов сверху. А вот снизу удары наносятся. И наносит их Габдрахманов довольно много. А вот сейчас уже практически встал на ноги. Судя по всему, успел посечь в какой-то позиции своего соперника Нурбек, поскольку у него вся рука окровавлена сейчас. Мы не видим лицо Эминова, не понимаем, где именно начались проблемы у него. Посмотрите, ускорился с этими локтями, раз за разом накидывает их. Просто нон-стопом обсыпает этими ударами. Ну, главное, чтобы в затылок не приходилось. А вот здесь, в принципе, довольно легально. Потому что в районе виска чуть-чуть за ухо можно. А толпа-то как просто сходит с ума, глядя на то, как Габдрахманов набрасывает парня. Гонит вперед. Люди хотят, чтобы он победил. Да, взрывается арена Жекпи-Жек. Ну и давайте проясним. Вот этот раунд Мухаммед Эминов не выигрывает. Да, он очень долго держит своего оппонента внизу, но ударов он не наносит. Багдад Жубаныч был только что в числе угловых. Пытается вырваться сейчас Нурбек. До этого действительно минуту где-то нон-стопом работал со спины, сидя. Эминов вроде бы контролировал, но пропускал снова и снова. Очень неприятные локти. Вроде бы контролирует все Мухаммед Эминов, но ситуация крайне неприятная для него. И вот снова стягивает он партер оппонента, держит его за одну ногу. И здесь нужно, конечно, вот ту свободную ногу зацепить, как он уже это делал, по-моему, в начале этого раунда. Посмотрите, безответно, да, все, рефери останавливает поединок, протестует Мухаммед Эминов. Да, команда Эминова тоже не понимает, почему тормознули, но, судя по всему, там были жесткие удары. Не согласен Эминов. На какую-то секунду явно было не по себе Эминова от пропущенных. Нам наверняка покажет этот момент в повторе. Мне показалось, что остановка ранняя, но, к сожалению, мы не смогли видеть этот момент в нормальном ракурсе. Ну вот сейчас показывают такие ясные взгляды абсолютно Эминова. Да, действительно интересно, насколько было критическое попадание. Интересно послушать потом будет интервью Мухаммеда. Был ли повод там тормозить? Но люди на трибунах максимально довольны, потому что этот человек, который сейчас на ваших экранах крупным планом, вернул себе пояс. Когда-то этот пояс уже был у него. Сегодня вновь Нурбек Габдрахманов становится чемпионом промоушена Найза. Ну и давайте будем честны. Даже если кто-то считает, что это ранняя остановка, это не проблема Нурбека Габдрахманова, который великолепно вел этот поединок против очень крутого борца. И борца, у которого даже борьба проходила. Просто контрборьба у Габдрахманова сегодня была на высочайшем уровне. Сначала с одной стороны оказался на клетке старости уже чемпиона с флагом Казахстана. Команда Еркинкуш. Нурбек Габдрахманов на радость толпы. Все люди снимают, все с телефонами, все аплодируют, все рады. Конечно же, Эминов сейчас с такими упадническими настроениями огорчен. Команда Эминова поговорила с рефери, он объяснил им, почему он решил остановить. Они, естественно, расстроены очень. Очень теплое общение, да, между ними. Подбадривает Габдрахманов Эминова. Багдад заводит толпу людей на трибунах.
очень много людей сейчас в клетке. Все, конечно же, поздравляют нового чемпиона, нового старого чемпиона, если быть точным. Ну и, конечно, публика здесь на турнире Найза. FC 55 ликует, по-настоящему ликует. Вакантный пояс теперь не вакантен. И более того, любимец публики его завоевал. Dear ladies and gentlemen, referee Ahtlev Askerbaylo hold this in 4 minutes 27 seconds of round number 3. And